Друзья, начинающие предприниматели, добрый день! Меня зовут Альмаз Бархонова, я практикующий маркетолог, директор по развитию бизнеса в маркетинговом агентстве Total Advertising Group. Сегодня мы с вами разберем, насколько важно бренду быть близко к покупателю, какие пути есть от производителя до конечного потребителя и насколько важно развивать физическую доступность бренда. Садитесь поудобнее, погнали! Физическая доступность подразумевает, что созданы условия, при которых бренд проще всего заметить и проще всего купить как можно большему числу потребителей. Это означает не просто проникновение в розничную торговлю, а присутствие на полках в магазине. Сюда относятся часы работы торговой точки и условия, которые помогают удобно и просто покупать тот или иной бренд. Например, это стремление бренда Coca-Cola всегда находиться не дальше вытянутой руки. Это означает, что бренд должен быть заметным и легко покупаемым для потребителей и в максимально широком диапазоне потенциальных покупательских ситуаций. Давайте разберем историю Coca-Cola. Вся история развития марки построена на постоянном облегчении физической доступности. В 1886 году Джон Стрит Пампертон изобретает сироп от головной боли, который продают по 5 центов в аптеке, предварительно разбавив газированной водой. Он продавал в среднем по 9 стаканов и был этому очень рад. Перед смертью он продает актив партнера, который быстро превращает лекарство в освежающий напиток. Следующий шаг к захвату планеты был сделан именно в этот день, когда колу начали разливать по отдельным бутылкам. Затем появился институт ботлеров. В середине прошлого века появились бутылки объемом 0,3, 0,35 и 0,78 литров, что также увеличило физическую доступность. Современный мир и технологии до неузнаваемости изменили торговлю. Уже нельзя просто выставить товар на витрину и ждать покупателей. Так как развивать физическую доступность бренда? В этом нам помогут 3 направления продвижения: ритейл, иначе розница, direct to consumers, иначе прямая продажа от производителя к конечным потребителям, и e-commerce. Ритейл – одна из базовых функций бизнеса. Он нужен, чтобы направить товары или услуги от производителя или поставщика к потребителю, конечному или промежуточному. Цепочка ритейла выглядит следующим образом. Производитель, который непосредственно создает товары. Это заводы, предприятия, фабрики. Дальше идет дистрибьютор, который покупает товар производителя оптовыми партиями до последующей перепродажи. Ритейлер, который приобретает товар у дистрибьютора для розничной продажи потребителям. Так как продвигаться в ритейле? Представление продукции наилучшим образом. Обеспечение доступности продукции для потребителей. Грамотное использование полочного пространства. Это основные функции мерчендайзинга. Цель мерчендайзинга путем выгодного размещения товара привлечь внимание покупателя и сделать его выбор проще и доступнее. Важно выкладывать свой товар на видном месте, захватить ту самую золотую полку и выделить продукцию с помощью постматериалов. Рассмотрим другой вариант – direct to consumer. Что это такое? Это прямой доступ к потребителю. Бизнес-модель основана на продаже товаров напрямую потребителям через платформу электронной коммерции. Что она дает? Исключение посредников из процесса продажи. Получать прямой фидбэк от потребителей и использовать его для улучшения развития собственного бизнеса. Повышать лояльность конечных потребителей к продуктам компании. Собирать информацию о потребителях, их потребностей, что дает возможность совершенствовать продукт, маркетинговую стратегию и в целом сервис. Эта бизнес-модель предоставляет брендам полный контроль в процессе покупки и позволяет создавать персонализированные клиентские услуги, гиперориентированные стратегии цифровой рекламы, а также доступ к данным о продукте и маркетинговые решения. Давайте разберем примеры. Nike. Возможно, самый успешный пример. Суммарная посещаемость сайта более 80 миллионов человек. Представленность в различных странах, локализированные версии, идеально продуманный интерфейс и великолепные фото позволяют прогнозировать продажи в миллиард долларов. Матрасы Ascona. Русский производитель матрасов с посещаемостью в 2 миллиона человек в месяц. Это очень много, особенно для товара, который покупают 1-2 раза в жизни. Большая часть оборота компании, это 22 миллиарда рублей по последнему отчету, генерируется прямыми D2C продажами через собственную сеть магазинов, сеть франчайзи и сайт компании. Другой пример. Наш локальный бренд обуви и кожаных изделий Азам. Его основатель Азам Ахрулоев работает только через фирменный шоурум и принимает заказы непосредственно от конечных покупателей. Что нужно для обеспечения прямого доступа к потребителю? Усилить присутствие в интернете.
Компаниям необходимо разработать собственный сайт и внедрить CRM-систему и другие технологии, которые помогут повысить качество обслуживания партнеров и постепенно перейти на работу с конечными потребителями. При этом не обязательно совсем отказываться от розничных продаж и работы с поставщиками. Например, компания Leroy Merlin не стала отказываться от розничных магазинов, когда в 2019 году запустила собственный онлайн-магазин. Открыть собственный шоурум. Именно он поможет заявить об уникальности товара. Что это даст? Увеличение прибыли. Самым большим преимуществом перехода на модель прямого обращения к потребителю является то, что предприятия смогут устанавливать более низкие цены и при этом максимизируя свою прибыль. Производители, которые продают посредникам, обычно делают это по более низкой цене. Электронная коммерция – это покупка и продажа товаров и услуг в интернете. Все действия, которые направлены на получение заработка в интернете, а по существу их можно отнести к e-commerce. Сам термин зародился еще в США, где и была совершена первая онлайн-продажа 11 августа 1994 года. С тех самых пор, несмотря на многочисленные трудности, сфера становилась все более популярной, а пандемия только подтолкнула ее к пику развития. Техническая основа, на которой строится e-commerce, кажется даже проще, чем тот набор составляющих, без которых не может обойтись офлайн-магазин. К техническому наполнению относятся сайт или интернет-магазин, на котором будут размещены товары. База данных с товарами, ведь вам важно знать и понимать, что есть в наличии, а что необходимо заказать. CRM-система, которая поможет ввести базу данных клиентов и отслеживать все процессы покупок. Система доставки товара покупателю, от которой будет очень много зависеть, от сохранности товара до вежливости курьера. E-commerce сделает множество процессов проще. Для открытия торговой площадки больше не нужно снимать в аренду площадь, искать работников. Все перечисленное можно поставить на автоматический режим, в результате продукция становится дешевле, что нравится клиентам. Международный рынок e-commerce растет с каждым годом. Пользователи постепенно привыкают к совершению покупок онлайн. Появляется все больше сервисов, направленных на увеличение эффективности работы онлайн-предпринимателей. Я уверена, что и в Таджикистане это станет очень популярным. Широкий охват целевой аудитории. Посредством интернета можно легко пересечь физические границы и отправиться покорять зарубежные рынки. Если вы продаете физические товары, стоит подумать, как продукт будет доставляться покупателю. Наглядная аналитика и трекинг. Бизнес и его продвижение находятся полностью под вашим контролем. Давайте разберемся в трендах и составим прогнозы. Как и ожидалось, в последние года и пандемия не прошли незаметно. Все больше предпринимателей перестают использовать традиционные методы продаж и предпочитают что-то новое, чего еще нет у их конкурентов и что позволило бы им выделиться в глазах покупателей. Ведь именно от этого напрямую зависит их доход. В обиход входит все больше интересных фишек. Одни устаревают, а другие только начинают свой расцвет. Важно развивать свой бизнес и работать над тем, чтобы покупатель мог быстро и удобно купить ваш товар или услугу. Именно это обеспечивает физическую доступность бренда. Спасибо за внимание, развития вам и вашему бизнесу.